Всем привет, дорогие друзья! Мы приветствуем всех, кто смотрит очередной выпуск программы «Мы вам покажем». Сегодня мы в прямом смысле этого слова покажем вам, как можно нарисовать вот такую картину, при этом затратив минимум времени и минимум материала. И это потрясающая техника, которая называется масляная живопись. В этом нам поможет специалист, который утверждает, что рисовать может каждый. И это Любовь Ермолаева. Здравствуйте. Здравствуйте. Да. Мы вновь находимся в изо-студии «Радужная кошка». И не просто так. Мы хотим научиться рисовать так же красиво. Что нам для этого понадобится? Ну, в общем, есть несколько тонкостей, да, в этом деле. Сначала человек выбирает, на чем же мне писать холст. И он думает, сделаю-ка поменьше. Вот. Есть такие маленькие холстики в магазинах. Но я не рекомендую начинать с маленьких, потому что художник должен научиться делать жесты сначала. Вот на таких маленьких холстиках, конечно, может писать уже тот человек, который уже знает тонкости, где тень показать, где одним мазком маленьким таким показать какие-то отблески, да, и так далее. Да, здесь принципиально важны детали, да? Да. Вот обратите внимание, ну, действительно сложно нарисовать какие-то очень мелкие, да, детальки, на это нужен профессионализм. Да, уже более как добитая рука, будем так говорить. Вот вы правильно на этом акцентировали внимание, потому что я бы при выборе холста, как вы говорите, взяла бы что поменьше. Да. На самом деле для начинающих брать нужно большие. Да, большие, но мы сейчас покажем, какие бывают холсты. И, наверное, мы выберем не совсем большой, ну, так как в студии у нас мало места. Можно там показать. Давайте посмотрим, какие бывают и небольшие такие советы от специалиста, да, вот при выборе холста, на что нужно обращать внимание. Хорошо. Смотрите, вот есть холсты на подрамнике, будем так говорить. Вот здесь рама, да, такая есть. Вот это мои любимые холсты, потому что тут уже, ну, когда нарисуешь, она как готова, ее можно вешать на стену уже без всякой рамки. Но хотя можно и рамку заказать, да, в багетной мастерской. Есть холсты вот на картоне. Вот они. Холст на картоне. Вот, например, вот этот вот, да? Он мной нелюбимый. Почему? Потому что когда ты пишешь кистью, вот этот вот, он очень грубый, да? Когда ты пишешь кистью вот на таком холсте, он мягкий, тебе дает обратную связь. То есть вот на ощущение приятно, да? То есть когда все-таки на деревянном, да, таком каркасе. На деревянном каркасе, и он такой висит. Прогибается. Классический немножко, такой. да? А здесь все-таки немножко... Да, он на картоне. Ну, конечно, тоже можно писать, но вот мне больше нравится такой. А что касаемо вот той самой фракции, да, если это правильно говорить. Вот есть крупные, да, а есть помельче. Что бы вы посоветовали? Ну вот смотрите, смотря что ты будешь писать. Например, и тоже на любителя. Есть люди, которые любят такие гладенькие, да, чтобы было все четко, выверено, чтобы все так было красиво, идеально, мило. Тогда нужно вот гладенькие выбирать, ну, такие помельче фракции. Когда любит человек делать более, как сказать, решительные мазки, да, то, ну, например, я люблю более крупные фракции. Будем так Тогда надо брать вот такие, да? Крупнее. То есть, по сути это все одно и то же, да? То есть обязательно белые они, да? Да. Изначально идут, да? И вот, то есть... Разница только лишь в размерах, правильно? А что касаемо качества? Качество как-то можно визуально различить? Ну, качество, да. Бывают такие, что они сильно провисают. Бывают такие дырочки даже в нем. Ну, то есть внимательно смотреть в магазине хорошенечко. Ну, еще вот хочу сказать о том, что на некоторых холстах есть вот такие вот прорези, да? И болтается вот такой мешочек. Мешочек с деревянненькими палочками. Этот открывается, короче, вот так. И если в процессе работы или же в процессе того, как он у вас дома висит, он провисает, то можно вот сюда вот вставлять эти палочки и прямо молоточком забивать туда, она натягивается еще. Для меня, человека далекого от искусства, вы, конечно, сегодня, Любовь, что-то новое внесли, потому что я бы реально не додумалась, для чего здесь эти палочки. И дырочки. И дырочки, да. Оказывается, это для того, чтобы холст был натянут.
все, это так в помощь. Запоминаем. Так, холстом мы разобрались, да, то есть понятно, выбрали хороший, качественный, своего размера. Далее, на что должны обратить внимание? Далее мы должны его правильно расположить. Вот, например, если мы рисуем с натуры, у нас перед нами стоит или натура, или вот пейзаж, то мы и этот холст устанавливаем вот на такой мольберт. Обязательно, да? Да, потому что когда художник рисует стоя, тогда он видит глубину, передает уже как бы проекцию и так далее, да? Более естественно получается. Лежа художники не рисуют. Да, не рисуют. Вот чтобы холст лежал лежа, это неправильно, да? Но сегодня мы будем рисовать вот такую картину, да? В этом случае можно лежа или тоже желательно лучше стоя? Ну, желательно, конечно, стоя, но мы сегодня будем в ограниченном пространстве Да, лежа. поэтому можете, в принципе, сделать это и дома тогда, но желательно все-таки поставить картину на мольберт. Мольберт. Хорошо. Так, дальше Так, ставим картину, ставим картину. чтобы мы видели. Так, ладно, пусть будет так. Берем наш холстик, смотрим. Холст обычно делится на на 3 части, да? И вот стол, который мы будем немножечко там отражать, он будет у нас находиться внизу на 1/3, да? На этом столе у нас стоит ваза, круглая ваза. Вот она будет стоять вот здесь, да? И уже вот тут вот будут цветочки. Немножечко отступив вот, не налази на край, ага, вот здесь вот будут цветочки. Все. То есть это нужно носить карандашом или просто визуально для себя? Вообще художники карандашом не делают, да, такие, но начинающие могут взять карандаш и прям наметки такие сделать. Мы будем это делать кистью, сейчас прям сразу же. И сначала мы делаем фон. Фон у нас такой нейтральный, Сиреневый, да, сиреневый, голубенький, розоватенький. Так. Вот у нас палитра. Будем наносить краски. Какие краски мы сегодня используем для подобной? Мы будем использовать краски вот такие вот, масляные, немецкой фирмы. Они бывают разные, конечно, есть и наши хорошие, Ладога, Мастер-класс и так далее, да? Вот. Но сегодня у нас вот такие краски, потому что я недавно купила. Они красивые, чистые. Вот. Будем делать фон. Фон можно делать прямо губочкой. И разбавляем краски вот таким разбавителем, который не пахнет. Он тоже продается в магазинах наших. И как мы разбавляем краски и как мы наносим? Да. Мы берем нашу вот Палитру. такую красивую палитру, чистенькая, и наносим краски, которые мы, как думаем, будут здесь. Ну, здесь нужны. голубой, Да. белый, сиреневый, да? Давайте искать. Вот синий, да? Ультрамарин. Ага. Голубенькая. Цирулиум какой-то. Вот так чуть-чуть Да, капельку чуть-чуть наносим. Вот так? Даже чуть побольше. Вот так Жалко. как-то. Ну да. Вот как сберечь краски, всегда такая История, да? история, да. Но есть хитрости. Некоторые берут эту палитру и замораживают в холодильнике, в морозильнике. Да вы что? Кладут ее в этот самый. Очень нужно много белого, поэтому не жалеем. Кладут ее в этот целлофановый пакет и в морозильник. Так она сохраняется дольше. А потом достают, размораживают и продолжают Да. красить? Да вы что? Вот такой лайфхак для тех, кто Хочется бережет сэкономить, краски, да. да. Так, желтенький такой надо. То есть несколько оттенков желтого, да? А я вообще не вижу желтого Средний. здесь. Вот видите, они разные. Вот это лимонный называется. Это называется желтое среднее. А это лимонный. А где здесь вообще желтое? Ага. Ну, не видите? Ну вот только в цветочках. Да, в цветочках и вот тенечках, в бликах немножко, да? Ну, будем смотреть, будем разбираться. Вообще у разных людей разное восприятие цвета, Цветов, да. И это нормально. Марс-коричневый может пригодиться тоже. Недавно я его купила. Классный такой, красивый. Вот. А вот эта Красный. техника, она для начинающих хороша или нет? Вот мы видим здесь такие, ну, знаете, вот немножко какие-то такие выпуклые детальки, да? То есть Да. это легко или нет такое сотворить?
Но это легко. Вообще масляная живопись, она мне больше нравится тем, что и бояться ее не надо, потому что всегда можно исправить. Даже если какой-то тебе фрагмент не понравился, ты берешь разбавитель, берешь губочку или тряпочку, все буквально стираешь и по новой. Вот так, да? Да. Или же тебе какой-то не нравится оттеночек там какой-то. Взял, выбрал ее чуть-чуть по стихинам. Стихина такая железная штучка. И развел себе новую красочку и сделал то, что тебе хочется. То есть мы видим здесь основные цвета, да? То есть нет такого, что здесь уже есть сиреневый или розовый, такого нет, да? Такого нет. Ну, иногда вот бывают оттенки, но я не рекомендую брать прямо такой сирень. Всегда можно сделать его на палитре. Добавив, например, синим, с розовеньким смешаете, и будет вам фиолетовенький. Добавишь беленький, будет сиреневенький. Да, такие базовые вещи, я думаю, еще все со времен детского сада помнят. Да. Как получить Как сделать фиолетовый? оранжевый, да. Да. Ну, это же здорово. Так, это у нас зелененькая. Это она вот такая. Называется зеленая ФЦ. Ну вот, посмотрите, мне кажется, это уже очень красиво. Палитра с пока еще не тронутыми красками. Очень красиво. Какие яркие, насыщенные цвета. Как это все будет выглядеть на холсте, уже прям с нетерпением хочется увидеть, да? В предвкушении мы. Да. Так, хорошо. Так, смотрите, можно сделать холст большой, толстенькой кисточкой. Нанести. Ага, вот это можно. Попробуем. Кисть синтетическая. Так, это слишком мягкое. Давайте вон тут прямо синтетику. Ага. Вот это? Вот это? Вот это? Давайте все сюда. О, огромная. Так. Да, это тоже вот это хорошее. Смотрите, берем несколько капель, да, разбавителя. Наносим. Вы будете или я буду? Нет, вы покажите. Ага. И буквально смачиваем холст, чтобы он был, чтобы на нем было легче писать, чтобы чуть-чуть там краска скользила, да, как водой. Все смочили, хорошенечко, все, он у вас вот теперь такой. Мокрый. Мокрый. Теперь берем краску. Какая у нас будет на фоне? Белая, Немножечко. голубая, сиреневая. Ну да, белая тоже, да. Белая наносим так вот, не боясь. А, вот так, да? То есть Да, такими... не боясь, все наносим. Какая благодать. То есть вот так вот просто, Да, небрежно даже небрежно. как-то. Хаотично. Все наносим. И теперь можно взять тряпочку, можно взять губочку и все аккуратненько размазать. Вот губочкой. Так, получилось слишком ярко. Какая Ничего. потрясающая работа. Вообще просто вот чувствуешь себя ребенком 3-летнего возраста, когда Да, все всё позволено, можно. все дозволено. Так, сюда ее берем. А вот линии должны быть такие. Да, лучше слева направо, а не сверху вниз. Давайте её берем. Так, дальше. Так, смотрите, она получилась у нас слишком насыщенная, да? Да. А фон у нас должен быть более бледненьким, да? Значит, лишнее можно убрать. Где-то вот здесь будет стол, да, у нас. Пусть он будет другого цвета. И опять же, что-то как-то не нравится, да? Цвет какой-то слишком красный. Красный. Потому что он не то что-то. Что-то не то. Берем прямо беленький. Побольше. И опять же берем немножечко разбавитель и делаем вот так. Вот, это будет теперь у нас более светлое, а здесь будет у нас как будто тенечек. Вот обратите внимание, 2 минуты назад у нас фон был вот такого цвета, темно-синего, красного, то есть было что-то невероятное. Буквально чуть-чуть убрали, добавили белого, и у нас уже есть тот самый такой сиреневый нежный фон. Вот так. Хорошо, здесь мы что Так. вырабатываем в этом уголке? Тоже, если не нравится, то тоже можно все тряпочкой подтереть. Сделать ровненько, да? Ну, хотя это потом мы все это сделаем в конце. Теперь делаем наметки. Ой, А пачкалась здесь так сильно. вот синий останется? Да, пусть остается.
Ах, не нравится вам синий? Не знаю, я не вижу здесь синего. Ну, прям такого же точно Не получится. не получится. Хорошо, согласна. И не надо. Слава богу, да. Потому же- что вдруг мы эту картину продадим. Да. И будет у вас вот такая и такая картина. Мы можем продать... Две картины. Да, 2 картины. Зачем нам одинаковый? Везде Вот, должна быть выгода. Да, вот где-то здесь стол. Здесь стол угадывается. в этой части. Хорошо. Берем желтенькую, охру я не выдавила. И так, это плохая кисть. Надо чуть пожестче. Пожестче. Вот такая. Так, еще какую-нибудь жесткую. Вот еще жесткая. Да, вот. Еще есть, конечно, любимые кисти. Ну ладно, я что-то их не приготовила. Берем охру. Охру мы не взяли, оказывается. Охра, Это это си- что? охра, вот это не охра, это сиена жженая, такая оранжевенькая. А охра это такая вот такого цвета. Вот она, охра желтая. Она как бы желтая, но и в то же время она более темненькая, более приближенная к натуральному цвету. Я так И понимаю, вы сейчас хотите вот эту часть сделать, да? я хочу сделать это контур нашей вазочки. Смотрите, обычно их пишут охрой. Примерно вот так у нас будет вазочка, она будет кругленькая, да? Ничего страшного, если у нас погрешности с геометрией, да? Потому что они все равно, мы все видим все по-разному, да? Но примерно вот такой вот будет у нас сосудик. Даже слишком большой нарисовала я. Ничего, все можно убрать. Примерно так. Это просто набросок. Где-то здесь будут цветочки. Так, вот так. Ой, что вы делаете? Цветочки. Такое ощущение, что все, у нас испорчена наша картина. Любовь. А то есть вы вот так вот сделали. Дорогие друзья, ну, вы представляете, вот так с легкой руки Можно уже продавать. уже, да, это уже искусство, да? Так, ну и я вот прям с нетерпением жду, когда же будет красота-то вот такая, как здесь. Давайте делать Так, красоту. наметки, да, наметки сделали. Наметки сделали. Так, теперь смотрим. Букет летний. Там угадывается, какие цветочки. Сиреневые, белые, зеленые, бордовые, красные, оранжевые, желтые, Еще угадывается зеленые. анютины глазки, настурции, Да. какие-то львиные зевы, какие-то, не знаю, У вас потрясающие знания флористики. ноготки, да, и так далее. Ну вот летний букет. Да. Мы будем его также изображать. Для того, чтобы сделать серединку, нам нужно смешать ультрамарин с охрой. И получится вот такой вот цвет. Он живой. Вот если мы будем писать вот таким, это будет детский рисунок, да, какой-то. И яркий, слишком Вот такой контрастный, зеленый, да? ядовитый, да. Это прям кислотный какой-то. Да-да-да. А нам нужен приземленный такой Да. более, да? И вот получается он из ультрамарина и охры. Если вам он хочется посветлее, значит добавляем желтенького, и получается вот такой цвет. Это вот у Похоже? нас где-то вот так должно Да. быть, да? Похоже. И делаем дальше как? И рисуем серединочку. Вот сюда они падают, у нас эти стебелечки. Так, где-то здесь у нас травки торчат, сюда поднимаются вверх травочки. Не боясь, все это Вот мы сюда. рисуем. Ой, какое потрясающее чувство, когда можно просто делать вот Да. так. Кисть-то плохая у вас Да? совершенно. Кисть у меня совершенно плохая. Возьмите Какой? более... Вот такую? Так, ну-ка. Да, это, наверное, даже лучше, чем вот это что. Да? Все, хорошо, нашла. Так, Так, мы у нас еще маленькие кисти были. ультрамарин. А, вот они. Для мелких нам нужно будет маленькие кисточки. Ну и вот делаем такими небрежными мазками. То есть вот этого Делаем. основного цвета должно быть много, да? Ну, он будет все равно проскальзывать, он должен как бы просвечивать изнутри. Как будто там у нас много-много травы и стебелечков, на которых держится все цветочки. То есть основу мы берем все-таки зеленый цвет. Да, Далее. да, да. Ну вот, мы как бы побольше надо его делать, побольше, чтобы он везде был богатый такой букет летний. Да? Немножко у нас погрешности с этим получились. Если видим, что пропорции не соблюдаются,
слишком маленький приплюснутый букетик, слишком большая ваза, значит, мы можем ее уменьшить. Мы сделаем ее вот такой, например. А это не замечать. Ага, вот здесь вот так. Пусть будет такая, правда? Хорошо? Поменьше, да. Поменьше, ага. И тогда они будут свисать вот здесь, вот так вот торчать, и здесь будут торчать, а букет будет заканчиваться где-то здесь. Что-то невероятное происходит у нас на холсте. Ваза была желтая, большая, стала маленькая, зеленая. В общем, пока зелень, но я уверена, что Всё именно будет нормально. да, с помощью нашего специалиста мы сделаем из этого шедевр. Шедевр. Да. Так, Так. хорошо, далее. Так, берем кисти поменьше, цветочки поменьше у нас. Мочить их не надо, не сухие должны? Нет, мочить их не надо, потому что краски сами такие пастозные. И, ну, мочить это значит вот разбавители, да? Мы не будем это делать пока. И мы наводим цвета прямо на палитре. Какие тебе нравятся? Например, мне нравится более так фиолетовенький. Я хочу сделать. Значит, собираю синюю и красненькую, да? Разбавляю. Получается такие темненькие, да? Хочется побольше белого. Выдавливаю еще белого. Белого вообще всегда очень много уходит, поэтому покупайте прям тюбики большие. Называются белила титановые. Они пригодятся всегда. Так, ну вот, поехали. Так, вот где-то. И не боясь, прямо вот так наносим цветочки в разных местах. Так. А цветочки сколько должен быть вот этих полмазков? 1, 2, 3, 4 обязательно или как? Ну вот вы делаете раз, два, три, четыре. У вас раз, два, 4 конца. Или не обязательно? Не обязательно. Ну, смотря какой. Я, например, это, например, у меня типа Василек, да? Ага. И он же такой непонятный. Вот там много-много у него этих лепесточков. И они разного как-то оттенка у меня получились. Ой, Ну, даже, ладно. Да. даже страшно прикоснуться. Кажется, что сейчас произойдет что-то необратимое. Так, Ну-ка, ну вы попробуем, говорите- давайте. Так, подождите. Так. Ой, что-то у меня не мажется. Очень хорошо. Да? Очень хорошо. Так. Вы говорите, это Анюткины глазки Да. тут где-то должны быть, да? Мы сделаем потом еще посветлее мазки, потемнее мазки, и они заиграют у нас. А так пока надо просто вот Ну 4 так, конца, да, да? так пока нормально, ага. Хорошо. Будем так. Так, ну что ж, синего, наверное, достаточно мне. Я буду теперь выбирать другой. Для этого нужно обязательно иметь под рукой тряпочки. Для того, чтобы кисточку свою протереть. Разбавитель не для того, чтобы там размазывать, а для того, чтобы просто макнуть и вытереть тряпочки. Вот кисть теперь у меня чистая. И я перехожу к желтеньким цветкам. Пусть у меня будет желтый. Ну, на Анютины глазки тоже бывают же желтые. Так, дальше что мы делаем? Каких цветов нам не хватает? Смотрите, что там не хватает. Ярких, да? Угу. Беленьких, да, не хватает? Беленьких не хватает. Беленьких там. Просто берем Можно. беленькое Ага. и, И от прямо беленькой на ляп, ляп. тыком. А вот здесь не остается ляпом. где-то такие, знаете, выпуклые участки. Ничего страшного? Это очень хорошо, наоборот, они играют роль очень большую, такую объемную, красивую. Кажется, что вот они здесь рядом, те, которые подальше, а вот которые объемные, они выпуклые, они как будто бы вот яркие, они поближе. Ну, 3D получается. Да, как бы, да. А как долго засыхает такая краска? Неделю, наверное, будет сохнуть. Неделю? Да. Да вы что? Это же масло. Это хорошо, что еще разбавитель, а если чисто маслом будем писать, то они вообще будут очень долго сохнуть. У вас красиво получается 3D. Потому что... А вы что, давите или что Нет, делаете? да, вот несколько оттенков сразу в цветочке. Есть посветлее, которые вот поближе, есть потемнее, которые в глубине. Давайте. Переходим к воде. Вода – это такая субстанция, которая отражает, и через нее видно, да? Через нее видно у нас вот розовый фон, который стоит, наверное, на какой-нибудь красивой обои. Пусть она там внутри остается, а вот здесь вот мы рисуем водораздел, да? Как бы вот так вот.
И мутненько вот так вот ее разбавляем. Здесь она будет потемнее внизу. Так вот, даже можно ее вот так чик-чик-чик пальцем. Получилось слишком жидко. Ну ничего. Примерно так как-то. Творческий человек все видит. И толстое стеклянное дно, и воду. По мне, так ваза да ваза. Видите? Пальцы еще художника очень помогают. Вернее, самый ведущий инструмент – это пальцы. Вот придаем округлость форме. Округлость. Видите, вот кругленько получается, да? Более темные места в цветке, есть более светлые места в цветке. И мы сейчас будем это делать. Сейчас белые, вот берем беленький, например, мы хотим вот эти фиолетовенькие, да, разбавить, да, их? Вот так делаем. Раз, два, местами. И вот получается, как будто он чуть-чуть ожил, да, цветочек. То же самое происходит и с темным цветом, да? Да. Даже хорошо, что он там смешивается. Это получается живой цветочек. Мне кажется, тут надо чего-то... Ой. Так, где розовый? У нас розовых маловато получилось, да, цветов? Вот так вот делаем. Вот это вот метод импрессионистов. Когда кажется, что впереди, когда вот наляпано, да? Думаешь, что за это? Подальше отойти и живой букет. Да, Живой кстати человек. говоря, вот эти вот наляпанные Да. картины зачастую стоят бешеных Да, денег. сейчас Именно да. из-за вот этих самых ляпов. Кто бы мог подумать, да? Может быть, и эту картину когда-нибудь продадим на аукционе. Да, запросто. И вот она, готовая работа, которую мы в рамках проекта «Мы вам покажем» сегодня в течение получаса сделали вместе с художником Любовью. Обратите внимание, вот, Люба, держите это вам. Хотели так, а получилось так. По мне так, эта работа лучше. Себя не похвалишь, никто не похвалит. Ну а сегодня мы работали в технике масляная живопись. Масляная живопись Алла Прима, то есть быстро. Алла Прима еще есть? Вот так вот. Алла Прима, масляная живопись. Попробуйте обязательно, и у вас что-то да получится. Ну а мы увидимся уже скоро. До новых встреч. Спасибо. Спасибо вам.